На новой должности Якупу Евлоеву предстоит большой фронт работ, ведь до недавних пор в Ингушетии не существовало Федерации тяжелой атлетики. Якуп в прошлом отличный спортсмен и не менее успешный тренер. Высокие показатели в спорте и управленческие способности помогли ему получить ответственную должность. Мне предложили мои знакомые тренера по тяжелой атлетике возглавить Федерацию тяжелой атлетики. И я после паузы чуть-чуть я поразмыслил, подумал, все за и против взвесил. Я согласился возглавить эту федерацию. В спорте я с детства и знаю структуру спорта не понаслышке, поскольку я сам участвовал в тренировочном процессе и на сборах, и везде имею представление, что такое спорт. Якуп считает, что на этой должности неважно, в каком виде спорта ты добился успеха. Обязанности президента федерации складываются из многих составляющих, не имеющих порой никакого отношения к тренерской работе. Я как спортсмен имею представление, что такое спорт. А вот там тяжелоатлетов сейчас, их поднимать штангу, или там делать рывок, там, или толчок, я учить не буду. Это не мои обязанности и не мои функции. Для этого есть тренера. Они будут учить своих воспитанников, как поднимать штангу и выстраивать тренировочный процесс. Это их работа. А моя работа – это наладить работу федерации и искать там спонсоров, меценатов, заниматься организационными вопросами. Тяжелая атлетика – олимпийский вид спорта, в основе которого лежит поднятие штанги над головой. В основном в этот спорт приходят уже подготовленные спортсмены, имеющие определенную базу за плечами. Поднятие тяжести для неподготовленного человека чревато травмами. В Ингушетии этот спорт носит больше любительский характер. Здесь отдают предпочтение боевым видам искусства. Новое руководство тяжелой атлетики намерено изменить ситуацию и привлечь молодых людей к профессиональному спорту. Для этого есть все основания, чтобы популяризировать тяжелую атлетику. Первым олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике как раз таки был Арсамаков. И первый олимпийский чемпион был как раз таки тяжелый атлет. И у нас имеются очень хорошие традиции для развития этого вида спорта. Сказать, что в нашей республике нет спортсменов, способных конкурировать с другими, нельзя, ведь в истории Ингушетии есть и олимпийские чемпионы, и победители различных международных турниров. На данный момент у нас есть 3, 4, 5 очень перспективных ребят. Есть участник, сейчас будет участвовать на чемпионате России, отобрался у нас Сайтиев, парень есть, будет выступать на чемпионате России. Недавно приехал с первенства мира Балаев, тоже стал серебряным призером первенства мира. Это тоже очень высокий результат. Тренера мне говорят и дают информацию, что у нас есть хорошие, очень перспективные ребята. И им надо, чтобы их подтолкнуть чуть-чуть и в нужном направлении их направить. Для занятия тяжелой атлетикой не нужно многого. Штанга потяжелее, желание и физическая мощь. Вот атрибуты хорошего атлета, подмечают профессионалы. Сейчас же для занятия этим благородным видом спорта созданы все необходимые технические условия. А благодаря профессиональному отношению Федерации тяжелой атлетики недавние любители смогут попробовать себя на профессиональном уровне. Идрис Ижиев, Акрамат Дасхоев, Новости 24.